Добрый день, уважаемые сыктывкарцы и гости столицы. Начинаем торжественную церемонию открытия открытых республиканских соревнований по летнему биатлону из лазерной винтовки среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек в рамках Олимпийского дня. Поехали! Соревнований. Давайте, друзья мои, поаплодируем, ведь сегодня у нас принимают участие в соревнованиях следующие регионы. Представители Архангельска, Вологды, Санкт-Петербурга, представители Новосибирска и, конечно же, представители Республики Коми. В церемонии торжественного открытия республиканских соревнований по биатлону принимает участие Тамара Николаевна Николаева, заместитель председателя правительства Республики Коми, Степан Викторович Чураков, руководитель агентства Республики Коми по физической культуре и спорту, Ольга Вилухина, заслуженный мастер спорта России, двухкратный серебряный призер Олимпийских игр, Дмитрий Васильев, двухкратный олимпийский чемпион, Сергей Васильевич Костин, исполнительный директор Союза биатлонистов России, главный судья соревнований Сергей Геннадьевич Просвирнин, заслуженный мастер спорта России, четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону. Также сегодня с нами президент Союза биатлонистов Республики Коми Гончаренко Василий Анатольевич. Также мы сегодня видим, здесь у нас есть и наш олимпийский чемпион Николай Серафимович Бажуков. Добрый день, дорогие друзья, добрый день, Сыктывкар. От имени правительства Республики Коми, от себя лично я вас всех приветствую на замечательном спортивном празднике, на соревнованиях по биатлону в рамках Всероссийского Олимпийского дня. Сегодня это зрелищное мероприятие, пожалуй, наверное, самое интересное в календаре летних спортивных мероприятий. Биатлон — это всегда очень интересно, это всегда очень захватывающе и зрелищно. И, конечно же, я сегодня желаю спортсменам хорошего старта, хорошей стрельбы, а вам, уважаемые зрители, я желаю сегодня получить истинное удовольствие от того, что вы увидите. Тем более, что сегодня на этих соревнованиях принимают участие такие известные биатлонисты Российской Федерации, которыми мы все с вами гордимся. Сегодня здесь не так давно на этой площади была наша молодежь в рамках единого республиканского выпускного дня и в честь Дня молодежи, учитывая, что на этой площади и сейчас я вижу очень много молодых людей. Пользуясь случаем, вас всех поздравляю еще и с Днем молодежи и желаю вам быть здоровыми всегда, быть оптимистами настоящими. Счастья вам, бодрости духа и здоровья. С праздником вас! Дмитрию Васильеву. Уважаемые друзья, ну, я уже говорил, мне очень приятно оказаться здесь, в Сыктывкаре, тем более, что сегодня замечательное мероприятие проходит, биатлон в рамках Олимпийского дня. Вы все знаете, что вся наша страна сегодня празднует этот день, и мы вместе с вами здесь, на Сыктывкарской площади, на земле Коми, имеем возможность провести вот такое замечательное соревнование для молодых спортсменов. Конечно, биатлон, помимо того, что он очень популярный, он и является прикладным видом спорта. А в сегодняшней обстановке, в напряженной обстановке, конечно, биатлонисты очень сильно могут, не дай бог, конечно, но быть востребованными. И вот наши ребята, которые сегодня стоят с винтовками здесь, они олицетворяют как раз вот тех самых защитников нашей Родины. Я хочу вам пожелать прежде всего успешного старта
крепкого здоровья, и каждый пусть покажет тот результат, на который он рассчитывает и готов. Успехов! Слово для приветствия предоставляется исполнительному директору Союза биатлонистов России Сергею Васильевичу Костину. Дорогие друзья, большая честь сегодня быть здесь. Хочется вам сегодня пожелать, чтобы вы показали сегодня свою лучшую гонку. Успехов вам, и пусть победит сегодня сильнейший. Спасибо. Руководитель агентства Республики Коми по физической культуре и спорту Степан Викторович. Республиканские открытые соревнования по биатлону считаем открытыми. Главному судье парад увести. Все, сейчас. Скажите, пожалуйста, про судей у вас есть какая-нибудь информация? Чуть попозже, наверное, отделим о судьях. В основном обслуживают соревнования, кроме главного судьи. Главный судья, это уже было объявлено, Четырехкратный чемпион мира по летнему биатлону Сергей Геннадьевич Просвирнин. заслуженный мастер спорта Санкт-Петербург. Вот он в шляпе находится на поле в районе стрельбища. Его легко можно узнать. Остальные судьи, это судьи Остальные наши. судьи из Сыктывкара, в основном они проводят соревнования по биатлону, ну и также по лыжным гонкам. Вы помните, недавно прошли соревнования, Кубок мира среди мастеров. И вот эти судьи как раз принимали участие в этих соревнованиях, заслуживали этих соревнований. Ну что ж, я вижу прямо сейчас, кстати, Сергей Геннадьевич Просвирнин сам пристреливает винтовку, проверяет, все ли в порядке, все ли хорошо. Шестой номер — это Анастасия Гулина из Санкт-Петербурга, кандидат в мастера спорта. Вот он ей передает свой опыт. Ну и сейчас юноши-мужчины также будут готовы к тренировке. Я напоминаю, что у нас будут массовые старты. Массовый старт среди женщин, девушек. А потом следом массовый старт среди мужчин. Вот так шестой номер получил консультацию, и все 5 движений в положении лежа пару земли. Я думаю, получить консультацию у четырехкратного чемпиона мира, это, конечно, многого стоит. Если даже я получу сейчас консультацию, я думаю, тоже у меня неплохо получится, Сергей Геннадьевич. Вы со мной согласны? Да. После финиша есть судьи там, и они считают, сколько промахов сделал. А за каждый промах один круг, да, один круг, порядка 30 метров необходимо пройти. И после прохождения тростных кругов круга, одного круга, стрельба из положения стоя, и спортсмены, если не промазались, и, как говорится, без тростных кругов проходят на круг и приходят вот мимо этого знака финиша. Да, под знак финиша. Там фиксируется результат спортсмена. И напоминаем, что первые 8 среди женщин, показавшие лучший результат, и также первые 8 среди мужчин. У мужчин вот там, естественно, после старта женщин и девушек, вот сформированы команды для микс-эстафеты. Болельщики, которые пришли к нам на сегодняшнее мероприятие. Здравствуйте, девушки. Скажите, пожалуйста, вы прямо целеустремленно шли посмотреть биатлон, или вы случайно шли, увидели, подошли? Специально шли, конечно, мы заядлые болельщики, фанаты биатлона, поэтому... Алексей Колосов, Спасибо, Николай Иванович. Спасибо, вы очень добрый, отзывчивый соведущий. Скажите, пожалуйста, вот вы заядлые биатлонистки. Да,
да, болельщицы. Скажите, вам удалось ли уже сфотографироваться, например, с олимпийской чемпионкой? Конечно. Сфотографировались? Даже есть автографы. Уже и автографы есть? И не первые даже. А за кого вы верите, за кого вы сегодня будете болеть? За Олю будем болеть, конечно, но она, я думаю, покажет класс. Также за сыктывкарских спортсменов будем желать удачи. Абсолютно. Конечно же, мы будем болеть за Ольгу, но в душе будем верить, что мы, сыктывкарские наши биатлонисты, покажут хороший, качественный результат. Да, ну что ж, будем ждать. Будем ждать сейчас массовые старты. Подвести нас аппаратурой, оружию. Дело в том, что лазерный биатлон только-только начинает, и, естественно, есть какие-то варианты недоработки. Мы будем смотреть, если будет что-то подводиться у нас аппаратура, естественно, в сторону спортсмена будем принимать все меры, да, все всегда считается в пользу спортсмена. Поэтому есть дисквалифицированные судьи, на каждого спортсмена будет один судья, который будет следить за количеством выстрелов, который будет смотреть за тем, сколько он промазал. Мне сейчас пришла гениальная мысль. Может, мы к людям повернемся? Да. А что-то мы на пустые трибуны разговариваем с вами. Так. В общем, если что-то будет, вопросы к аппаратуре, это плюс спортсмену. Да, примерно так. Да, абсолютно верно. Но мы надеемся, что будет все хорошо. Да, а расскажите нам немножко вообще, вот как наша трасса, есть ли здесь какие-то трудности, чего вы сами опасаетесь, может быть, какие-то моментики, чтобы мы тоже были всегда, поглядывали, что называется, в ту сторону. Дело в том, что круг, по которому пройдет дистанция, он около 600 метров, но асфальт старый, он не приспособлен для движения на спортивных роллерах. Он крупный, есть определенные щербинки, есть люки. Вот. Мы, конечно, максимально обезопасились, покрасили там, выделили, чтобы спортсмены внимательно смотрели. Но меньшее расстояние, оно для шоу сделано и сделано для обучения. Обычно это 10 метров. В том числе из лазера и пневматики стреляют. То есть ее держать руками не приходится, она просто сама висит. Все понятно. Ну что ж, я правильно понимаю, пристрелка уже прошла, сейчас у вас что-то еще какие-то дела? Нет, пристрелка еще идет во времени, то есть люди могут пристреляться, но дело в том, что профессионалы у нас бегут, поэтому выполнили быстро все, и людей очень мало, поэтому мы... Да, кто узнал, кто у меня интересовался, какие будут призы. Да, в общем, смотрите, призы будут хорошие. Это, разумеется, звание, да, победитель открытого кубка. Это диплом, без диплома тоже никак. И денежное вознаграждение. Вот это главное. Да, денежное вознаграждение. Это, не то, что вот именно здесь так придумали, а это так на любых соревнованиях по биатлону. В России, в мире, в Республике Коми всегда только денежное вознаграждение. Меньше 5 минут остается до начала старта. Слава Богу, Николай, мы уже ждем, не дождемся. Мы представляем участниц среди женщин и девушек. Номер 1, заслуженный мастер спорта Ольга Вилухина, Новосибирская область. Второй номер мастер спорта Надежда Ижутина, Санкт-Петербург. Поддержим! Номер 3 Анна Рыжкова, мастер спорта Вологодская область. 3-й стартовый номер. 4-й номер кандидат в мастера спорта Елизавета Еремина, Санкт-Петербург. 5-й номер кандидат в мастера спорта Анастасия Рудакова, Республика Коми. 6-й номер кандидат в мастера спорта Анастасия Гулина, Санкт-Петербург. 7-й номер Мария Ипатова, Архангельская область. Номер 8 кандидат в мастера спорта Анастасия Семина, Республика Коми. 9-й номер Вологодская область Светлана Шеверева. 10-й номер Эльвира Маркова, Республика Коми.
за 3 минуты 20 секунд. Ровно 1 минута остается до старта. Еще напоминаем состав участников. Первый номер заслуженный мастер спорта Ольга Вилухина, Новосибирская область. Номер 2 мастер спорта Надежда Ижутина, Санкт-Петербург. Третий номер мастер спорта Анна Рыжкова, Вологодская область. 4-й номер кандидат мастера спорта Елизавета Еремина, Санкт-Петербург. 5-й номер кандидат мастера спорта Анастасия Рудакова, Республика Коми. Номер 6 Анастасия Гурина, Санкт-Петербург. Кандидат мастера спорта. 7-й номер Мария Ипатова, Архангельская область. Номер 8 кандидат мастера спорта Анастасия Семина, Республика Коми. 9-й номер кандидат мастера спорта Светлана Шеверева, Вологодская область. 10-й номер Эльвира Маркова. 10 секунд. 9, сейчас старт. Так, дождя уже нет. Давай! Итак, добрый путь. Давайте громкими аплодисментами, друзья, мы на первый круг проводим. Итак, у нас сейчас будет интересный момент. Вот мы можем, обратите внимание на экране, там мы все видим. Первый номер у нас первым идет. Ну, слушайте, вот этот опасный круг для массового, опасный поворот прошел хорошо, без задержек, без заминок, никто не пострадал, и это радует. Хотелось бы увидеть теперь сейчас, что происходит у нас со стороны филармонии. Там камеры нет. Но нам пока не показывают. Не показывают пока филармонии. Зато мы, в принципе, я вам могу сказать, что они вот первые участники, ну все, они уже сейчас появляются у нас здесь. 600 метров для таких великих мастеров, это просто миг какой-то. Даже мы с вами, как зрители, не успеем, что называется, соскучиться, как сразу же увидим первую стрельбу. И после нее, конечно же, уже будет все, не все понятно, но уже будет интересней. Итак, мы видим, как появляется уже первая участница. Надежда Вилухина. Первый номер. Ольга. Заслуженный мастер, как ни сказал, большой опыт. Друзья, вот сейчас можно приветствовать. Во время самой стрельбы обычно стараются молчать, но дело такое. Сегодня у нас все-таки спортивный праздник. Я думаю, мы будем Олю поддерживать за каждый результативный. Второй номер Надежда Ижутина. Без больших отрывов. Почти все хором идут. Пятый номер. Ольга Вилухина без штрафа. Как стрельба из положения лежа. Красиво. Что ответят остальные спортсмены? Вам там никого... Надежда Ижутина 1 круг. Отлично. 4-й номер 0. 5-й номер 0. 3-й номер 2 круга. 6-й номер 1 круг. 4 круга. 7-й номер это Мария Ипатова, Архангельская область. Голова лишь бы не закружилась. 9-й номер кандидат мастера Светлана Шевелева, 2 круга штрафа. 10-й номер Эльвира Маркова, Республика Коми, также 2 круга штрафа. Итак, спортсменки проходят еще 1 круг, и далее проходит, кто заработал штраф, проходят штрафные круги, и следующая стрельба из положения стоя. Я могу, конечно же, и зрелище, и спорт, и спортивное как шоу. Поэтому давайте аплодисменты встречать, кто первый приходит всегда. Поддерживайте, друзья! Ольга Вилухина, Новосибирская область, заслуженный мастер спорта стрельба из положения стоя. Когда нам с вами еще придется, друзья, увидеть вот так, когда олимпийские чемпионы прямо здесь, перед нашими глазами.
4-й номер Елизавета Еремина, Санкт-Петербург, 5-й Анастасия Рудакова, Республика Коми. 2-й номер Надежда Ежутина, Санкт-Петербург, мастер спорта. Ольга Милохина, 1 круг штрафа. Четвертый номер Елизавета Еремина. 4 круга. 4 круга также Анастасия Рудакова, 5-й номер. 4 штрафа. 3 штрафа. 2-й номер мастер спорта Надежда Ежутина, Санкт-Петербург. 3 круга штрафа. 3-й номер мастер спорта Анна Рыжкова, Вологодская область. 3 круга штрафа. 6-й номер кандидат мастера спорта Анастасия Гулина, Санкт-Петербург. 9-й номер 1 круг штрафа кандидат мастера спорта Светлана Шевелева, Вологодская область. Два раза промахнулась, то есть 2 штрафных круга. Ну что ж, мы сейчас будем встречать спортсменов на финише. Как финиш? Все уже? Приветствуем заслуженный мастер спорта Ольга Милохина. Ольга Милохина! Это ё-моё. 1700 метров. Пойдем там, может, Ну, вы идет борьба за 2-е место. Спортный номер 2 мастер спорта Надежда Ежутина, Санкт-Петербург, номер 4 кандидат мастера спорта Елизавета Еремина. 3-й номер Анна Рыжкова, Вологодская область, мастер спорта, она завершила 5-й. 6-й заканчивает кандидат мастера спорта Светлана Шевелева, она из Вологодской области, 9-й стартовый номер. 6-й кандидат мастера спорта Анастасия Гулина, Санкт-Петербург. 6-й номер Анастасия Гулина, Санкт-Петербург. Все, да, у нас закончились? Да нет, еще. Нет, еще. 60. Вот 8-й номер, это кандидат мастера спорта Анастасия Семина. 60-й. Республика Коми. Он еще. Поддерживаем, друзья. 7-й он идет. Устала, бедная. 7-й номер Мария Ипатова, Архангельская область. и наша. 50-го нет. И еще едет спортсменка. 10-й номер Эльвира Маркова, Республика Коми. Эльвиру всеми аплодисментами, друзья. Это Союз биатлонистов Республики Коми, Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту, специализированная детская юношеская спортивная школа Олимпийского резерва, Центр спортивных мероприятий Республики Коми, Центр спортивной подготовки сборных команд. Также у нас есть спонсоры нашего соревнования, которым мы хотели выразить огромную благодарность. ООО «Стройдвор», Сорокин Виктор Валерьевич, ООО «Первый ремонтно-строительный трест» и лично Темников Александр Степанович, ООО «КС Альфа-Строй», Попов Антон Валерьевич, КС Альфа, Кулаков Сергей Анатольевич. Огромное спасибо за участие. ООО «Коми Республиканская типография», Чуракова Анна Викторовна. ООО «Строй Авто», Андреев Андрей Александрович. ООО «Бор», Попов Николай Александрович.
торговая сеть зоомагазинов «Дивный колибри», Паташов Павел Валентинович. ОАО «Коми» дорожная компания Соболев Андрей Николаевич. Магазин «Топ Спорт», Циглер Ольга Рудольфовна. ООО «Строй Ресурс», Степанов Сергей Павлович. ООО «Частная строительная компания», Силин Николай Мадечтович. Огромная благодарность всем нашим спонсорам и партнерам сегодняшнего соревнования. Ну что ж, мы сейчас ждем второго в порядке. Ну, отлично. Николай Иванович, старт без вас это не старт. Да нет, еще не готова тайминг-группа. И сейчас мы объявляем состав мужского старта. Первый номер — Алексей Колосков, Вологодская область. Номер второй — мастер спорта Сергей Неверов, Санкт-Петербург. Третий номер — мастер спорта Илья Машуков, Республика Коми. Четвертый номер — кандидат в мастера спорта Николай Габов. Пятый номер — кандидат в мастера спорта Александр Беляков, Санкт-Петербург. Шестой номер — кандидат в мастера спорта Данил Калинин, Вологодская область. Седьмой номер — кандидат в мастера спорта Вадим Дублин, Санкт-Петербург. Восьмой номер — кандидат в мастера спорта Никита Брода. Девятый номер — кандидат в мастера спорта Александр Дрюма. Десятый номер — кандидат в мастера спорта Юрий Чегесов, Республика Коми. Десяток Коми. Будем болеть за парней наших. Итак, старт, друзья мои, мы аплодисментами пожелаем удачи нашим спортсменам. Итак, первый сейчас, вот здесь хорошо будет видно сейчас на экране. Каким образом будет перемешивать? Массовый старт всегда интересно. Какие красивые люки у нас теперь, видите? Повезло ему, да? Надо сказать спасибо всем организаторам, которые побеспокоились о люках. Сейчас мы на экранах видим довольных, улыбающихся, опа, и немножко стеснительных судей, потому что картинку со спины нам, по-моему, не хотят показывать. Но это не страшно, потому что они уже, вот, в принципе, уже рядышком. Национальный банк, буквально училище искусств, и вот наши спортсмены. Интересно, кто же там сейчас первый, кто лидирует? Второй номер — мастер спорта Сергей Неверов, Санкт-Петербург. Третий номер — мастер спорта Илья Машуков, Республика Коми. Илья рядышком. Четвертый номер — кандидат в мастера Николай Габов, Республика Коми. Первая стрельба из положения лежа. Ну что ж, всегда интересно, кто же первый встанет и поедет. Давай, Никита, давай! Посмотрите, как интересно! Восьмой номер первый отстрелялся и уехал. За ним третий номер, друзья мои. Восьмой номер — Никита Брода, Республика Коми. Он пока лучший. Девятый, пятый у нас рванули, шестой. Восьмой номер явно не был первым, который приехал. Первый номер — 2 штрафа. С двойным штрафом у нас уходит человек, который первый приехал на... Третий номер — мастер спорта Илья Машуков, 1 круг штрафа. Николай Иванович, кто-то отстрелялся в чистую? Только восьмой? Восьмой пока, да. Единственный, да? Пока да. Это Никита Брода, Республика Коми. Отлично! Никита Брода пришел не первый, но отстрелялся в чистую и рванул. Сейчас посмотрим следующий, второй круг.
года, Республика Коми, кандидат мастера спорта. Разумеется, Никита сейчас пока все так же идет первым. Третий номер. Мастер спорта Илья Машуков, Республика Коми. Второй номер. Мастер спорта Сергей Неверов, Санкт-Петербург. Шестой номер. Кандидат мастера спорта Данил Калинин. Восьмой номер 3 штрафа. Жаль Никиту. Ну они спокойные такие. Никита Браво, кандидат мастера спорта, Республика Коми. Мастер спорта Илья Машуков, Республика Коми. За третье место идет борьба. Второй номер это мастер спорта Сергей Неверов, Санкт-Петербург. Четвертый номер Николай Габов, Республика Коми, кандидат мастера спорта. Шестой и пятый. Шестой кандидат мастера Данил Беляков. Пятый кандидат мастера спорта Александр Беляков, Санкт-Петербург. Десятый номер Юрий Чехов, Республика Коми. Девятый номер Александр Трюма, Вологодская область, Седьмой номер кандидат мастера спорта Вадим Брудин, Санкт-Петербург. Кто-то еще потерял? Есть, еще. Да, еще мы же видели первый номер, он на 3 круга ушел. Да. Я просто думал, может, человек не местный заехал в музей там. А вполне может быть. Но нет, он стрелялся. Приветствуем! Алексей Колосов, Вологодская область. Первый стартовый номер. Вообще очень здорово, что проводится здесь такой праздник. И участвовала уже в Германии, в Пютингене. Там вообще брусчатка, поэтому ваш асфальт очень даже и неплохо смотрится. То есть, вот так вот, друзья мои, запомните, наши дороги лучше, чем Германия. Не знаю, что тут смешного, но так и есть. То есть, в принципе, Оля, вы всем довольны? Все неплохо, все неплохо. Ну и хорошо. Мы тоже рады, что вам нравится. Ваня, я объявлю результаты мужчин юношей. Будьте так добры. Лучшим, как мы видели, Никита Брода, Республика Коми. Второе место Илья Машуков, Республика Коми. Третье место Сергей Неверов, Санкт-Петербург. Четвертое место Николай Габов, Республика Коми. Пятый результат Данил Калинин, Вологодская область. Шестое место Александр Беляков, Санкт-Петербург. Седьмое место Александр Трюма, Вологодская область. И восьмое место Юрий Чехов, Республика Коми. Вот эти названные спортсмены будут выступать в микс-эстафете. Жаль, Вадим Брудин, Санкт-Петербург, и Колосов, Вологодская область, они как бы не принимают участие в микс-эстафете. Сейчас спортсмены получают другие стартовые номера, и по готовности мы объявим, конечно, готовность. Я думаю, что минут через 10-15 будут даваться старты.